Песни и стихотворения военных лет, солдаты на носилках, белые повязки с красным крестом по центру. В здании Центра детского творчества прошел отборочный тур республиканского конкурса художественного творчества среди среднего медицинского персонала учреждения здравоохранения, посвященный 70-летию Великой Победы. Темой творческого состязания стала роль медицинского работника в годы войны. Люди в белых халатах серьезно отнеслись к данному конкурсу, сумев на сцене показать весь героизм и подвиг медработников в годы Великой Отечественной. Во время войны в составе военно-медицинской службы трудилось свыше 200 тысяч врачей и около 500 тысяч медицинских работников. Среди военных медиков более 300 академиков, заслуженных деятелей науки и профессоров, около 300 тысяч докторов и кандидатов наук, которые принимали непосредственное участие в медицинском обеспечении действующей армии. Роль медицинских работников равнялась героизму фронтовиков. К отборочному туру необходимо было подготовить театрализованное представление и 2 художественных номера. Всего в конкурсе приняли участие 6 коллективов учреждения здравоохранения Зауралья, охватив порядка 170 человек. Творческие номера оценивало жюри, в составе которого работали представители каждого коллектива, специалисты отдела культуры города. В ходе конкурса первое место занял коллектив Сибайского межрайонного противотуберкулезного диспансера под руководством главного врача Гульнур Бекмаевой и правкома Альбины Хабировой. На второй строке Центральная городская больница Сибая, на третьей Зилаирская центральная районная больница. Творческая составляющая противотуберкулезного диспансера, танец «Дружба» Баймакской районной больницы и песня Абдрахмана от коллектива санатория Сакмар Хайбулинского района 29 мая примут участие уже на республиканском конкурсе. Луиза Мустафина, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.